Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 97-й день героического сопротивления Украины, украинского народа всему российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу плюс 38067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать Первый крымско-татарский вы можете, просто поставив лайк под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть программы, которые мы делаем, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова. Ну что ж, этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей. Но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить и Краматорск, а также трассу Днепр-Донецк. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что захват России Лимана поддерживает ее оперативное усиление, вероятно, заключающееся в окружении Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Вместе с тем, британская разведка отмечает, что пути к потенциальному котлу остаются под контролем Украины. С нами сейчас на прямой связи Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи «Діалог мир та безпечну реінтеграцію». Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Алейкум ассалам. Також героям слава. Британская разведка говорит, что политическая цель России – это захватить полностью Донбасс, то есть выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ну а что дальше? Вот остановятся ли они на Донбассе, если вдруг им удастся захватить полностью Донецкую и Луганскую области? А дальше все зависит от того, насколько они действительно смогут обеспечить, скажем, дальнейшее продвижение или нет. Сейчас им важно зафиксироваться, как минимум с какой-то победой. И Донецкая, Луганская область в административных границах – это такая вроде как осязаемая победа. Вот Херсон есть, вот коридор на Крым. И, в общем, как бы задача по восстановлению территорий, берем в кавычки, так называемых Россией провозглашенных республик, вроде бы как выполнена. Другое дело, что я не уверен, что амбиции России действительно на этом заканчиваются. Более того, я уверен, что они на этом не заканчиваются. Но в случае, если Россия измотается, то это для них как минимальная промежуточная победа их устроит для того, чтобы идти на перемирие, фиксировать линию на тот момент, какой она будет, и таким образом переходить, скажем, к более гибридным методам, уже а не военным, по продолжению своей агрессии. То есть по факту можно ли, извините, я вас перебила, предположить, что Россия, оккупировав южную часть материковой Украины, попытается закрепить этот статус-кво и перейти к условному Минск-3? Правильно? Я думаю, что можно даже назвать это Стамбул-1, поскольку, скорее всего, именно как, скажем, жест со стороны России в помощь Эрдогану, скорее всего, Россия будет апеллировать к тому, что вот есть хороший формат, и можно в Стамбуле встретиться. Вот Эрдоган предлагал, и, скорее всего, там попытается закрепить это. Но понятное дело, что Украина это не пойдет. Украина все делает сейчас для того, чтобы максимально не пустить Россию вглубь, оккупировать еще территории, но прежде всего для того, чтобы вымотать российские войска. И, соответственно, потом перейти к контрнаступлению, когда российские войска уже подизмотаются изрядно, а Украина получит дополнительное вооружение. Пока мы не понимаем полных объемов и
количественно-качественные характеристики того, что будет, но очевидно, что это будут дополнительные. Скажем, те, как минимум, уже договоренности, которые достигли, они еще не вычерпаны в поставках вооружения Украине. И тогда Украина сможет более эффективно контратаковать и освобождать территории. Поэтому, конечно, на перемирие ни на какое в этом случае Украина не пойдет. Но опять же, все будет решаться на линии фронта и оперативной ситуации, которая будет складываться на тот момент. Ну а как вы думаете, все же на что рассчитывает Кремль? Ну это же уже не 2014 год, не 2008, не 2003. То есть как они будут пытаться удерживать эти территории? Ну вот в 2014 году мы видели, как беззубость Запада, беззубость международного сообщества привела к тому, что вот были эти Минские соглашения, которые длились на протяжении 8 лет, они ни к чему не привели, а привели они по факту к войне, которую сегодня мы видим. Но вот сейчас на что он рассчитывает? То есть уже Запад полностью, можно сказать, консолидирован и принимает довольно серьезные решения в виде санкций в отношении России. Или не так? Ну, я согласен с вашей оценкой, что они безнадежно надеются. Но на что они надеются? Первое. Это будут пугать ядерной боеголовкой. Они снова про нее вспомнят. И, скорее всего, это будет двухходовка. Сначала они скажут, что они готовы аннексировать территории, которые оккупированы. Херсонщину, ту же часть Запорожья, Донеччина, Луганщина не факт, но тоже могут рассматриваться такие варианты. И тогда сказать, что попытки освободить территории будут расцениваться Россией как нападение на Россию. А нападение на Россию, соответственно, развязывает руки России, сделать что-то такое ужасное, чего она еще не сделала. И вот этим вот вас ждет нечто очень ужасное, она будет пугать Запад. Второе, на что рассчитывает, это на то, что настроение в поддержку Украины и внимание к Украине все-таки начнет чуть-чуть падать. В Соединенных Штатах актуализируется проблема высоких тарифов, безработицы и другие социально-экономические вопросы. Трамп уже начинает на этом поле чуть-чуть прогревать тему изоляционизма и говорит, что есть внутренние проблемы, которые необходимо прежде решать, в частности, безопасность. Опять были расстрелы в Соединенных Штатах. И, соответственно, тут они рассчитывают, что повестка сместится. Плюс вопрос голода в мире может стать уже более остро. А это касается целого ряда стран, и, соответственно, давление на ООН и на международные структуры, и на европейские государства таким образом усилится. Ну, в той же Италии, например, как только пойдут через Средиземноморье новые волны беженцев с Северной Африки, это станет серьезным внутриполитическим фактором. Ну и множество других, можно таких понемногу тем, условно говоря, например, отопительный сезон, уже к нему начнут готовиться во второй половине лета, и он будет уже не за горами. Тут бизнесы тоже европейские, которые частично от введения санкций по России также терпят убытки, и выход с России для них тоже является убыточным. Соответственно, все это, может быть, создаст какое-то окно возможностей, которое Россия сможет впрыгнуть, с тем, чтобы сказать, вот смотрите, все эти ваши беды могут закончиться, если Украина пойдет на перемирие. И как бы мы уже не 14-й год, мы уже готовы, и мы уже как бы изрядно потрепались, то есть мы воевать дальше не хотим. Ну и, в общем, история про сохранить лицо Путину — это как бы приквел вот этого будущего сериала и нарратива, который будет разыгрываться. То есть мы видим, как Кремлю, в принципе, сейчас выгоден вариант затяжной войны, чтобы дойти до более благоприятных условий для шантажа. Правильно я понимаю, если речь идет об Скорее отопительном наоборот, сезоне? им важно сейчас коротко и быстро занять дополнительные территории. Они не считаются сейчас потерями. А потом необходимо эффективно окопаться максимально и противостоять нам. Важно сделать это до того, как войска окончательно выгорят. Потому что если они выгорят полностью, то, конечно же, Украина сможет более эффективно продвинуться потом вперед и дооккупировать значительную часть территорий, занятых Россией. Просто это будет уже тогда отскок вглубь. Вот это для России сейчас несет угрозу. То, что Украина выматывается гораздо меньшими темпами, и запасы прочности сейчас, благодаря общеевропейскому такому тылу нашему, они гораздо больше. И российская власть, почему я акцентирую внимание, что это безнадежное ожидание? Мне кажется, сейчас работает в режиме решения проблем сегодня на сегодня. Ночь продержаться, день простоять. И таким образом не особо задумываются над тем, а как они потом будут реализовывать вот эти окна, остальное, если они вдруг откроются. Потому что к тому моменту вполне вероятно уже ситуация переломится очень серьезно для России. У них просто не будет возможности даже воспользоваться этим окном. Но это будет завтра, а они живут сегодня. Все пошло уже не по плану.
И Россия, не стоит ожидать, что она рассыпется, развалится, слабо и прочее. Нет, там еще запас прочности достаточно хороший. Но обеспечивать себе военную победу на территории Украины России все сложнее и сложнее, и скоро у них может оказаться ситуация, когда в целом они еще устойчивы, но линию фронта удерживать не могут. Но еще до начала широкомасштабного вторжения России в Украину, когда мы говорили о деоккупации наших территорий именно военным путем, многие политические аналитики склонялись к такой мысли, вот как у Ходжа Насреддина, знаете, или шаг, или падишах, то есть Путин умрет, там начнутся какие-то дестабилизационные процессы России, Украина воспользуется моментом, будет сложена благоприятная конъюнктура, и Украина сможет деоккупировать свои территории. Уже не так? Не совсем так. Я бы не сильно рассчитывал бы на дестабилизацию политическую. Она может быть, безусловно, и она станет хорошим окном возможностей для Украины. При том, что после того, как это окно будет короткое во времени достаточно, риски могут возрасти кратно, и нам надо готовым быть к этому, поскольку широкая дестабилизация в России, если она затянется, она несет в себе другое качество и количество риски для нас. Но, тем не менее, окно возможности это сделает. Я бы другое сейчас бы рассчитывал бы на то, что как только истощатся сегодняшние потуги России к нападению, истощатся их войска, будет окно возможности военного плана, когда Украина сможет рывком попробовать освободить, насколько сможет, территорий и не дать России окопаться эффективно. России важно в момент, когда они истощаются военно, перейти на дипломатический фронт, закрепить перемирие и тогда перейти к гибридным методам дестабилизации Украины, а через некоторое время либо распалить какую-то новую точку конфликта, где будет страна поменьше и конфликт поменьше, там Приднестровье, например, рядышком с Украиной тоже для России было бы выгодно, может быть, Карабах подпалить снова. И таким образом начать там торговаться и конвертировать тот конфликт в этот. Либо, может быть, даже через буквально там в течение года возврат снова к активизации боевых действий, но только когда уже мир чуть-чуть опять успокоится в расчете России, когда внимания столько в Украине не будет, и когда снова можно попытать судьбу, поскольку понятное дело, что Украина пойдет в фазу восстановления, это будет уже не так интересно миру. Ну, в общем, тут Россия попытается учесть ошибки прошлого. Вот этот сценарий, я думаю, что для Кремля сейчас является магистральным. Поэтому для Украины очень важно не идти на перемирие по линии соприкосновения. Как правильно было сказано украинской властью, перемирие возможно только в одном случае, если Россия убирает свои войска со всей территории Украины. Да, мы туда не заходим, начинается перемирие, о том, как эти территории возвращаются, какова их судьба. Но российские войска должны уйти со всей территории Украины, включая Крым. Тогда может быть перемирие. А иначе о каком перемирии идет речь, если Россия для себя обеспечила оперативный плацдарм, захватила еще территории и будет опять торговаться в модели «купи козу, продай козу». Мы создали проблему, а теперь торгуемся, какую часть и долю этой проблемы мы решим. Ну, когда мы говорим о контрнаступательной операции украинской армии, украинское высшее политическое руководство говорит об острой необходимости предоставления нашими западными партнерами нам вооружения, артиллерии и непосредственно РСЗО, реактивных систем залпового огня. Вот здесь немного проблематично. Наши западные партнеры еще мешкают в вопросе предоставления нам РСЗО. Как вы думаете, почему сейчас на Западе все же не принимаются решения так быстро, насколько бы нам хотелось по предоставлению нужного нам вооружения? Есть несколько факторов. Первый – безопасностный. Для ряда стран сейчас возник вопрос собственной безопасности и того, что мы летим на всех парах к Третьей мировой, от которой нас фактически сейчас ограничивает весь мир, Украина только, и это театр боевых действий. И поэтому та же Франция, те же другие страны, они четко для себя сделали анализ, сколько у них вооружения, сколько для этого необходимо боеприпасов и сколько им необходимо для войны подобной интенсивности, как в Украине. И цифры очень, скажем, плохие. И когда Германия начала доставать вооружение из запасников, стало понятно, что часть из того, что есть по документам, оно уже просрочено, и, в общем-то, его уже мыши съели. И это тоже не только Германии касается, многих других государств. То есть есть обеспокоенность собственной безопасности ее обеспечения. И тут все время идет баланс между тем, насколько безопасность обеспечивается той или другой страны, передавая Украине оружие больше, нежели если это оружие оставить у себя, когда, например, может произойти виток уже расширения географии конфликта. Раз. Два. Есть психологическая или такая скажем,
геополитическая составляющая, что значительная часть мировых элит в государствах различных не готовы к победе Украины. Они просто не знают, что делать с этой ситуацией. Не могут спрогнозировать и боятся того, что Россия может быть загнана в угол военной победой Украины. И не могут спрогнозировать ani действия России, ani вообще, как будет жить и существовать мир в этой новой реальности. Они ее боятся и не знают своего места в ней. Третий момент. Есть влияние России, российских бизнес-групп, лобби, дипломатии, которая по отдельным странам, конечно же, вставляет палки в колеса и достаточно эффективно работает над саботажем таких действий. Где-то запугивая, где-то коррумпируя, где-то работая мягкой силой, разными инструментами, но надо понимать, что мы имеем дело с достаточно серьезным врагом. И Российская Федерация на дипломатическом поприще и на спецслужбейском поприще — это наследник Советского Союза, а Советский Союз — наследник Российской империи. И там эта вертикаль не прерывалась, и она в поколениях фактически выстроена система влияния на Западе. Тем более, что сегодняшний Запад Россия изучила и взломала еще задолго до даже агрессии против Украины в 2014 году. Она это сделала еще в 2000-х годах. И тут никуда эта сила не делась. Но в таком случае мы видим, как, скажем, коллективный Запад, как о нем принято говорить, да, он сейчас разделен, поляризован, можно сказать, вот на те страны, которые там мешкают в вопросе поддержки Украины и нежелания развалить полностью Россию, и тех стран, которые четко декларируют свою поддержку Украине до победного конца. Ну, речь идет о странах Балтии, Польши, Румынии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Вот этой помощи от вышеперечисленных стран будет достаточно, вот, не считая стран старой Европы, победить Украине? Или же все-таки вот Германия, Франция, они будут и должны играть большую роль в этой победе? Знаете, этот вопрос, он на самом деле очень глубокий, потому что ответить достаточно или недостаточно невозможно. Знаете, это есть шутка такая относительно выборов, что сколько необходимо денег, чтобы выиграть выборы. Все. Вот так и с войной. Не бывает достаточно, всегда будет недостаточно. Поскольку чем больше качественного вооружения, тем больше жизни будет сохранено. Предоставили дополнительное вооружение, что позволяет увеличить дистанцию боя, чтобы солдаты не входили в контактный бой, чтобы артиллерия наша имела преимущество над российской и могла стрелять с более дальней дистанции. Считайте, мы сохранили целый ряд населенных пунктов и определенное количество жизней солдат. Не предоставили это оружие. Это не значит, что Украина сдастся. Это значит просто, что погибнет больше солдат, поскольку они менее эффективно смогут выполнять боевые задачи, и что будут потеряны определенные населенные пункты либо вследствие российской бомбардировки и их уничтожения, поскольку мы не сможем поразить их средства, либо вследствие изменения линии фронта, где придется, выматывая российские войска, отступать вглубь на другие рубежи обороны. Поэтому чем больше, тем лучше. Единственная константа здесь, как по мне, не берусь судить, поскольку не являюсь военным экспертом, это то, сколько у нас есть людей, которые могут оперировать тем или другим вооружением. Судя по различным открытым данным и беседам, в Украине еще есть и кого сажать в танки, специалистов обученных, и кому садиться за штурвал, и кому оперировать артиллерией и другими средствами. Поэтому, конечно, тут еще мы не заполнили даже тот потенциал, который сейчас существует у Украины физически, вооружениями, которые нам необходимы. Ну, на Западе сейчас мы видим, как на различных центральных телеканалах стран Европейского Союза муссируется тезис относительно того, что вот нельзя, как вы выше тоже сказали, загонять там крысу в угол, потому что не знаешь, чем это обернется. И очевидно, что там есть опасения, что на каком-то этапе, когда вооруженные силы Украины полностью громят российскую армию, там в Кремле будет принято решение о применении ядерного оружия. Я так понимаю, что это по
последний единственный козырь остается в руках у России, потому что никаких стратегических успехов у них нет. План по захвату Киева и, в принципе, план Блицкрига по Украине у них полностью провалился и продолжает проваливаться. И вот единственное, что у них остается, это пугать мир ядерным оружием. Но вот насколько далеко они могут зайти с этим шантажом, к примеру, не получится ли так, что вот они попадут в цугцванг, и у них не останется никакого другого выбора, кроме как применять это оружие? А это тоже не выбор. Вы правы насчет блицкригов. Россия претерпела поражение как минимум в 3 блицкригах в Украине. Сначала блицкриг от всей Украины, потом Киевская битва за Киев, это 2-й был блицкриг, который тоже провалился. И 3-й — это попытка блицкригом захватить Донецкую и Луганскую область, уже сужая коридор действий туда. И даже это не удалось, блицкрига нет. Но при этом не стоит себя обманывать иллюзиями. Все-таки Россия расширила зону оккупации, и Херсон под оккупацией, и множество других населенных пунктов, и все Приазовье фактически. У нас утрачен доступ к Азовскому морю и к части Черноморского побережья. Поэтому все-таки у России есть определенные пока тактические успехи, и недооценивать точно не стоит. Но вы абсолютно правы, что это лишь временно. И время здесь играет против России и на руку Украине. Несмотря на всю, конечно, нечеловеческую цену и трагическую цену, которую платит Украина. Эта война для Украины, безусловно, трагедия. Но для России она катастрофа. И в этих 2 словах, мне кажется, очень хорошо чувствуется разница, какими мы выйдем из этой войны, Украина и Россия. И надежда на ядерное оружие у России — это хорошая пугалка, которую можно громко озвучивать. Но можно озвучить 1, 2, 3, 5, 10, но дальше она надоедает. И Запад все больше и больше находит антидот от этого. Понимаете, есть такая проблема, что на Западе боятся войны. Как и любой цивилизованный человек. Он боится войны. Это страшно, это трагично, это ужасно. И любой человек хочет закончить войну как можно скорее. Но не Путин и не российский режим. Для российского режима война — это ресурс. И они заканчивать ее не собираются и не хотят. Поэтому они могут позволить себе пугать ядерным оружием, а на Западе из-за этого боятся. Но давайте подумаем рационально. Первое. Оперативная ситуация. Ядерное оружие может применяться как инструмент для того, чтобы нанести непоправимый ущерб врагу. Но тут Россия уже применяет фосфорные бомбы, которые также запрещены Женевской конвенцией и являются военным преступлением. Применяет системы огнеметный солнцепек, которые фактически по своей взрывной силе там, и балансу на поле боя близки очень к применению тактического ядерного оружия. То есть, в принципе, они этого достигают другим вооружением. То есть оперативной потребности у них в тактическом ядерном оружии сейчас нету. И даже и создавать ее смысла нету, потому что они другим вооружением это делают. Это может быть оружием устрашения. Ну, мы видели уже Бучу, видели уничтоженный Мариуполь. Сейчас разбирается на камне фактически Северодонецк российской артиллерии и много других населенных пунктов. Уже стреляли по Харькову, стреляли по Киеву, да что там, стреляли по Франковску и Львову. То есть применение ядерного оружия тактического будет ужасным. Но я не думаю, что оно сломит психологически Украину и дух украинских солдат. Наоборот, это может обозлить еще больше, вызвать ярость и сплотить. Поэтому тут тоже они себе не решают задачи какой-то. А что они получают взамен? Применили. Они получают Китай, которому необходимо отмежеваться от России, и в таком случае занять четкую позицию против тех действий, которые совершает Россия, поскольку с него первого спросят с Пекина. Китай балансирует сейчас и не занимает позиции. И во многом именно позиция Пекина является предохранителем от применения ядерного оружия России в целом. 2. Россия столкнется с беспрецедентными действиями на Западе. Ядерное оружие — это такой глубокий страх, что после этого на Западе как раз будут готовы Украине помочь в том, чтобы таки додавить Россию. Они проиграют дипломатический и культурный фронт. 3. После ядерного оружия дороги назад не будет. После этого ни про какие переговоры вообще с путинским режимом и речи быть не сможет. Любой, кто поднимет тему сохранения Путина лица, его просто будут бить, как говорят, не по паспорту, а по роже. И, соответственно, любые отходные пути для путинского режима будут отрезаны. То есть применение ядерного оружия сейчас для России тактически не дает ей никакого кардинального изменения ситуации, но стратегически
для них приближает катастрофу семимильными шагами и стоит им непомерно. Поэтому я не думаю, что они реально решатся на это действие вот с высокой вероятностью. Хотя определенный процент, конечно же, остается, и от России можно ждать чего угодно, и списывать полностью этот фактор, это было бы тоже, наверное, самонадеянным и безответственным. Ну и плюс ко всему, я так понимаю, что это ведь целая цепочка различных действий. Там приказ должен отдать главнокомандующий там генштабу, генштаб там следующему командиру подводной лодки и так далее. То есть, как вы думаете, есть ли в Кремле сейчас относительно смелые ребята, которые на каком-то этапе, если Путин совсем уже сойдет с ума, там уже будет отдавать подобные приказы, просто его уберут? Это можно узнать только постфактум. Никто не скажет и никто не знает, и сам Путин не знает. И это тоже предохранитель от того, чтобы идти на такие безумные, скажем, неотвратимые действия. Он не знает, сработает ли кнопка. Там 5 уровней, даже чтобы тактическое оружие применить, которые каждый может дать сбой. И это страшно, потому что если не состоится, кнопку нажал и ничего не произошло, то это не просто Акела промахнулся, это фактически начинает звучать похоронный марш по самому Путину. Или если кто-то действительно придет с шарфиком или табакеркой, когда он нажмет эту кнопку, это тоже для него физически угрожает его жизни. То, что это может спровоцировать найти шарфик или табакерку. Поэтому для него, собственно, решиться на этот шаг, это тоже очень нелегкий, скажем, вызов внутри. И поэтому я больше склоняюсь к тому, что Россия блефует. Напоследок я единственное, что скажу, что бояться ядерного оружия — это нивелировать наличие этого ядерного оружия у других стран. Если Британия, Франция или Соединенные Штаты начинают бояться ядерного оружия России, то тогда они просто должны издать на металлолом свой ядерный арсенал. Потому что если ты себя ведешь так, будто у тебя нет ядерного оружия, то тогда ты сам его нивелируешь и девальвируешь. В этом и разница. Запад, по крайней мере, ключевые страны, себя ведут все еще так, что у них есть ядерное оружие. И в этой модели России не удалось взять на слабо Запад. Сначала чуть-чуть поиграли, а потом и Британия, и Штаты напомнили о том, что у них также есть вооружение и высокоточное вооружение, о чем напомнили Соединенные Штаты, от которого бункера в России не существует, который бы невозможно было достигнуть. И Британия, которая напомнила о том, что ядерное оружие есть не только у России. И это очень важно. Мир все больше и больше находит антидот от российского ядерного шантажа. То есть, по факту, пан Олеже, получается так, что вот эта война, которую затеял Путин, это на самом деле война в первую очередь за его личное выживание, потому что и в том, и в другом случае применит он ядерное оружие или не применит ядерное оружие. В любом случае ждет его не очень хороший конец, и по нему звонит колокол. А уже счетчик в обратную сторону запущен, и он сам его ускорил. И это лишь вопрос времени, и он-то понимает прекрасно. И российский режим стоит на военных рельсах, поэтому если у кого-то есть иллюзия, что вот сейчас, если остановить войну, то этим все закончится, и дальше российские амбиции не пойдут, нет. Сегодня уже война является одним из инструментов обеспечения стабильности путинского режима и экспорта внутреннего напряжения навне, его вытеснения. Поэтому он будет один конфликт гасить другим. Даже если здесь готовы были бы в этой ситуации пойти на какое-то перемирие, ну вот представим себе, да, России там удалось достигнуть еще на первичных этапах своих целей и прочее, то буквально несколько месяцев, максимум год пройдет до того, пока Россия распалит либо этот, либо другой конфликт с новой силой. Они не смогут жить в ситуации мира. Все по горлу. Мир — это война, правда — это ложь. И это сегодня уже является стержнем существования путинского режима. Не метафорично, а чисто физически и прикладным образом. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Ярослав. Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співзасновник національної платформи «Диалог за мир та безпечную реинтеграцию». А пока мы ждем соединения следующего гостя, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу и по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал.
Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте обязательно ставить лайки под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Как известно, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новые военные учения на границах с Украиной. Вот сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью украинским медиа сказал, что Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны. Цитирую. «Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси. Мы следим за заявлениями, которые делает Александр Лукашенко, и мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения, а именно создания нового оперативного командования Южного, уже расположены российские «Искандеры», и уровень угрозы с той стороны нам понятен. Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении, зависит от нашей армии и от многих других факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Также, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, только бой может показать подготовку наших вооруженных сил. С нами сейчас на прямой связи Тарас Березовець, офіцер першої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пане Тарасе, вітаємо вас. Селям алейкум. Салам алейкум, доброго вечера, слава Украине. Героям слава. Пане Тарасе, мы перейдем к обсуждению новостей, но для начала я бы хотела поговорить немного о вас, так как с начала полномасштабного вторжения России в Украину вы перешли в ряды защитников Украины. Расскажите, как это произошло и какая непосредственная функция первой бригады специального назначения имени Ивана Богуна? Будь ласка. Я за власним бажанням мобілізувався в бригаду спецпризначення. І це сталося 12 травня, тобто 2 тижні тому. Це було моє особисте рішення, тому що я зрозумів, що війна з Росією триватиме довго, і, відповідно, мої скромні знання і навички можуть знадобитися. А оскільки я свого часу отримав 2 військові освіти, одну в Україні, закінчивши військову кафедру університету імені Тараса Шевченка, я є за військовою спеціальністю заступником командиром роти морально-психологічного забезпечення, а друга – це британська військова освіта. Я вирішив, що зараз я маю перебувати в лавах Збройних сил України. А сама бригада виконує завдання, я не можу там уточнювати. Наші підрозділи знаходяться на лінії фронту безпосередньо в різних регіонах і виконують поставлені бойові завдання. Зокрема, перший батальйон нашої бригади брав участь в успішних наступальних діях нещодавно на Херсонщині. І вчора бійці нашого підрозділу знищили 3 одиниці бронетехніки і кілька десятків російських окупантів. І я якраз попередні 10 днів провів саме там, на південному напрямку, виконуючи бойові завдання мого командування. Дякуємо вам за позицію і за те, що ви робите. Вот вы сказали про линию фронта, про Донбасс, про Херсонскую область. Сейчас, как мы видим, наиболее ожесточенные бои идут в восточном направлении от наших границ. Именно на Донбассе российские оккупанты пытаются прорываться к административным границам Луганской и Донецкой областей. Сегодня разведка Британии сообщила о том, что политической целью России является захват полностью Донбасса. Вот как вы думаете, каковы шансы у оккупантов? Что означает политическая цель? То есть можем ли мы предположить, что если вдруг им удастся оккупировать полностью Донбасс, они остановятся и потом будут пытаться переходить в переговорный процесс? Наскільки ми почули сьогодні, Путін поставив завдання перед російськими військовими завершити повністю окупацію Луганської області до 1 червня, тобто до завтрашнього дня, а до 1 липня повністю завершити окупацію Донецької області. Безперечно, вони не будуть зупинятися ніде, вони будуть йти далі стільки, скільки вони зможуть.
окупувати. Їхнє головне завдання – повністю відрізати Україну від морів. Завдання відрізати від Азовського моря на даний момент для них виконано. Наступна мета – це відрізати Україну вже від Чорного моря. Що вони будуть робити? Їм потрібно повністю окупувати всю лівобережну Україну. І ключове місто для них контролю – це Дніпро. Саме туди вони прагнутимуть дійти, захопивши Запоріжжя, захопивши Дніпро, Харків. І для них це критично важливо. Путін хоче окупувати якомога більше українських земель і в його планах досягти цієї цілі до кінця цього року. Ну а на что рассчитывает Путин? Как он будет пытаться удерживать эти территории? Это уже же не 2008, не 2014 год. То есть уже мы видим огромное количество введенных санкций в отношении России. Россия сегодня, если не ошибаюсь, лидирует по количеству санкций, введенных против нее. Вообще, в принципе, первая, номер один страна по количеству санкций. У нее не остается достаточных боеспособных частей, как говорят многие военные аналитики, и резервов. То есть на что они рассчитывают? Как они пытаются удерживать эти территории? Ну это же утопия. Не треба недооцінювати нашого ворога. У нього величезні ресурси, як людські, так і військові. І тому вони мають на сьогоднішній день достатній потенціал для окупації більшої частини України. Вони мають сьогодні перевагу на даний конкретний момент, перевагу в зброї, в боєприпасах. І саме тому точаться такі важкі криваві бої на сході України. Наш ворог зберігає здатність мобілізувати додаткові людські ресурси для цієї війни шляхом примусової прихованої мобілізації. Якщо йому буде потрібно, він перейде і до відкритої мобілізації. Це означає, що цей конфлікт триватиме як мінімум ще роки півтора за нинішніх умов постачання Україні зброї. Єдине, чого нам зараз бракує, це зброї. Ленд-ліз працює недостатньо швидко. Це треба сказати. І я можу сказати, що Збройні сили України потребують пришвидшення темпів постачання озброєння, тому що нинішні нам не дозволяють проводити достатньо активні контрнаступальні дії. А как вы думаете, это какие-то технические проблемы, там, возможно, какие-то бюрократические, или же тут кроется другая истина? Я думаю, що ключова причина цих затримок – це політична. Політична причина, таке ухвалене рішення, особливо ми це бачимо в випадку з Німеччиною, та навіть в випадку з Сполученими Штатами Америки є певні, скажімо так, політичні причини побоювання, очевидно, того, що Україна може дуже швидко досягти перемоги в цій війні. Чого бояться? Не перемоги війни. Бояться того, що це призведе до швидкого колапсу Росії і як наслідок втрати контролю за ядерним арсеналом. І от я би сказав, що це саме політичні причини, які лежать в основі всіх цих побоювань і затягування з постачанням Україні потрібної зброї. От рішення ухвалене, але, на жаль, воно виконується незадовільними темпами. І зброя в Україну надходить занадто повільно. Нам це коштує втрачених територій, але ще більше нам коштує це втрачених життів. В последнее время мы действительно видим такую тенденцию среди представителей западного истеблишмента. Нам все чаще и чаще говорят о необходимости переходить в дипломатическую, в переговорную плоскость, там, договариваться с Путиным о чем-то, даже планы уже предоставляют Организации Объединенных Наций. Там наверняка вы слышали в Давосе заявление Киссинджера, кстати, которого внесли в базу миротворца, очевидно, за эти заявления. То есть вот нет ли у вас ощущения, что Россия уже задействовала всю свою агентуру на Западе, которая вот пытается подтолкнуть нас к этим переговорам? Даже если не ошибаюсь, Джохар Дудаев говорил о том, что Россия идет на переговоры, когда она ослабнет, а когда крепчает, снова нападает. Вот, учитывая то, что Россия сейчас вот в не очень хорошем положении, может ли она вот как раз нас подталкивать к этим переговорам? Може підштовхувати. Я думаю, що Путін сьогодні задіяв вже фактично все, що він міг, і агентуру, і свої канали впливу. І він намагається, звичайно, всіляко досягти найбільш сприятливої до себе переговорної позиції. На сьогоднішній день Путін не вважає, що він виконав всі умови для переговорів. Йому потрібно захопити територію Луганської і Донецької області повністю і спробувати захопити Запоріжжя і Дніпро.
До того, я думаю, що будь-які перемовини є малоймовірними. Єдине, про що він може домовлятися за посередництва Туреччини, зробити такий жест широкої волі і пропустити декілька караванів з зерном. Ну, це мій прогноз, що вони домовляться, що він так продемонструє нібито наявність доброї волі, і з Одеси випустять караван суден з зерном під приводом того, що, мовляв, це загрожує гуманітарній катастрофі, і ми допомагаємо. Це все, що може бути. Не буде ні розблокування сьогодні українських портів, не буде ніяких перемовин, тому що поставлений цілий Путін не досяг. Йому поки що немає про що домовлятися. Якщо буде повний провал, а ми будемо робити все залежно від нас, Збройні сили України зроблять і виконають наказ для того, щоб викинути російського окупанта за мінімум межі кордонів, які ми контролювали станом на 24 лютого, а краще, якщо він буде повністю викинутий з території Донецької, Луганської областей. І постане питання стосовно деокупації Криму. Так. Я не думаю, що Збройні сили України будуть зупинятися на адміністративній межі Автономної Республіки Крим. Якщо вони її досягнуть, це наша територія, АР Крим, місто Севастополь, і тому контрнаступ Збройних сил України буде продовжуватися. Крымский мост, как вы думаете, его мы сможем взорвать? Ну, станом на сьогодні Збройні сили України не володіють наданою від союзників потрібною зброєю, яка б мала б вразити цей міст. У нас немає потрібної зброї, треба це говорити. Я не хочу спекулювати на цю тему. Якщо для цього буде військова необхідність, безперечно, мост через Керченську протоку буде знищений. На сьогоднішній день ми не маємо потрібної для цього зброї, але щойно вона з'явиться, у нас буде можливість вибору. І це буде вже рішення Генерального штабу Збройних сил України, знищувати цей міст чи ні. Я не бачу насправді великої, скажімо так, проблеми для України знищити цей міст. Головне, що окупант постачає по ньому підкріплення до Херсонської області. Тому значення цього мосту є достатньо великим, він дуже ретельно охороняється, але за наявності ефективних крилатих ракет класу «Земля-Земля» він може бути знищений, безперечно. И, пане Тарас, как вы считаете, вот какой самый худший сценарий ждет Россию по завершению этой войны, а точнее после победы Украины? Что нас ждет? Дуже простий сценарій. Росія припинить своє існування, в її чекає громадянська війна, і малі народи будуть звільнені, народи Кавказу, народи Уралу, народи далекої півночі мають звільнитися з-під російського ярма, перед яким вони перебувають протягом кількох сот років. І тому Росія, на мій погляд, приречена, вона розвалиться. Її чекає громадянський конфлікт, який спалахне в ній неодмінно, з мільйонами біженців, з сотнями тисячами вбитих і закатованих. І тому на території Росії рано чи пізно утворюються їхні власні ЛНР і ДНР. Це те, що чекає Росія. Питання виникнення цього лежить в площині вигравшої України цієї війни. Коли Україна здобуде цю перемогу, Росія буде приреченою і вже нічого не врятує. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсагулно, що наше время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Героям слава! Тарас Березовець був з нами на прямому зв'язку. Офіцер першої бригади спеціального призначення імені Івана Болгуна, політичний аналітик, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем Европейский Союз не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России за войну против Украины. Об этом заявил сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер, прибывший во второй день саммита лидеров Европейского Союза в Брюссель. Цитирую. «Вчера было ясно, и сегодня я снова скажу, газовое эмбарго не будет темой». Олаф Шольц также четко заявил об этом. Газ – это совсем другое, чем нефть. Когда речь идет о безопасности поставок, российскую нефть гораздо проще компенсировать. Газ – это совсем другое. Поэтому газовое эмбарго не будет вопросом в следующем пакете санкций. Я напомню, что Европейский Союз пока что не принял 6-й пакет санкций, который включал в себя эмбарго на российскую нефть. Ветирует этот вопрос в первую очередь Венгрия. С нами сейчас на прямой
прямой связи следующий гость. Це Микола Замікола, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Микола, вітаємо вас. Сілям алейкум, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Микола, ну что ж, Европейский Союз уже как месяц не может принять 6-й пакет санкций против России. Более того, там канцлер Австрии говорит о том, что про газ вообще говорить не будут, так как не диверсифицированы на территории Европейского Союза поставки газа, в отличие от нефти. Вот что вы думаете по этому поводу? Когда все-таки Европейский Союз сможет принять такую санкционную меру в отношении России в виде введения полного эмбарго на ее газ и нефть? Ну, вы правильно отметили, что по поводу вопроса газа и нефти в Европе рассматривается отдельно. И как бы нам не хотелось, чтобы в комплексе было введено эмбарго на вообще закупку российских энергоресурсов, в отношении газа в ближайшее время вряд ли это удастся обеспечить. Слишком большая позиция тут. По поводу нефти, по сути, одно государство составляло корень проблемы и составляет, это Венгрия, которая своей непримиримой позицией не позволяла, опять-таки, ввести эмбарго вообще на закупку российской нефти. По последним новостям, Европейский Союз нашел такой половинчатый выход, вводится эмбарго на поставки российской нефти, если я не ошибаюсь, кроме той, которая трубопроводом «Дружба» идет на территорию Венгрии. То есть, по сути, это означает ограничение на поставки нефти, которая доставляется морским путем. Но, опять-таки, конечно, это существенно ограничивает для России получение прибыли, учитывая то, что большинство стран Европы готовы отказаться от этих закупок и не будут, что называется, переводить свои деньги россиянам. Но все равно Венгрия, по сути, своего добилась, что ее особое мнение таки было принято во внимание. Да, кстати, по поводу газа глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, цитирую, «Вчера мы приняли решение запретить де-факто 90% импорта российской нефти в Европейский Союз до конца 2022 года. Россия показывает свою ненадежность как поставщика энергоресурсов». Конец цитаты. По нефти они де-факто на 90% сократили импорт, а по поводу газа, к сожалению, как вы сказали, такого решения пока что не готовы принимать страны Европейского Союза. Но даже если мы говорим про нефть, 90% импорта, это серьезно бьет по экономике России? Конечно, это ограничивает получение доходов. Доходов, которые Россия использовала, в том числе напрямую для финансирования своего военного сектора. То есть это действительно существенный шаг. И, в принципе, немаловажно это еще и не только с практической точки зрения, но и с имиджевой точки зрения шаг, который показывает неизбыточность российских надежд на то, что Европа готова сдать назад, готова договориться. Нет, Европа все-таки с трудом, путем тяжелых переговоров, путем компромиссов с Венгрией, которой, будем говорить откровенно, управляет политик, которого невозосновательно многие эксперты называют российским агентом влияния в Европе, господин Орбан. Но все равно Европа все-таки утверждает санкции, ограничивает экспорт российской нефти, и это показывает, что она будет продолжать санкционную политику и продолжать оказывать давление на Россию. А как в таком случае поступать Украине? Как нам убеждать наших западных партнеров, чтобы по газу тоже было принято подобное решение об эмбарго? Понимаете, тут, собственно, для нас ничего не меняется. Надо просто продолжать активную работу, показывать, куда идут европейские деньги, показывать, собственно, что происходило в Буче, в Ирпене, Мариуполе, что сейчас происходит в Северодонецке, что может в ближайшее время ожидать, опять-таки, Краматорск, Славянск, то есть другие украинские города. И что, по сути, это все взаимосвязано. И, по сути, европейцы закупками российского газа, они тоже опосредованно, но финансируют российскую военную машину. Это главный момент. И важно, конечно, подключать к такой кампании не только наши государственные органы. Важно подключать и публичную дипломатию, инструменты мягкой силы. То есть люди, которые узнаваемы в европейских обществах с нашей стороны, тоже должны об этом говорить. И наши спортсмены, культурные деятели, которые пользуются авторитетом, доверием, тоже должны акцентировать внимание на том, что действительно такое решение должно быть принято. Акцентировать внимание на проблеме. Потому что действительно вопрос газовых поставок для Европы сложный.
Объективно, Европа, к сожалению, поставила себя в такое положение, что она зависима от российских поставок. Это факт. Но в условиях военной агрессии России против Украины, ну, по сути, если Европа придерживается своих декларируемых ценностей, то она должна быть готова пойти на определенное, что называется, ну, ухудшение, да, своей уровня жизни, получения доходов, да, для того, чтобы защитить ценности сами европейские. Европейские политики, вероятно, не будут готовы просто так на это пойти. Поэтому очень важно, чтобы общество европейские, народы Европы понимали проблему, со своей стороны оказывали нам поддержку, были на наших позициях и, по сути, оказывали давление снизу на своих лидеров. То есть показывали готовность к тому же ухудшению возможных экономических показателей развития страны, если это будет означать оказание поддержки Украине. Турция. Мы видим, как Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики, не оставляет попыток провести переговоры и, возможно, даже встречу Зеленского с Путиным. Недавно, вчера, если не ошибаюсь, он звонил Путину, там он ему предложил провести трехстороннюю телефонную встречу Зеленского Путина с участием Эрдогана. Вот как вы думаете, вообще есть ли смысл в таких переговорах и вот в чем здесь заключается интерес Эрдогана? Ну, честно говоря, смысл переговорного процесса он всегда есть, но принесет ли он какой-то результат, на данный момент я сомневаюсь. По сути, мы не видим с российской стороны готовности, да, прекратить агрессию. То есть Россия продолжает стоять на своем, не готова отступить, требует от нас каких-то компромиссов, а де-факто капитуляции. Соответственно, для Украины это неприемлемо. То есть, ну да, господин Зеленский может поговорить с Путиным. Собственно, он никогда и не отрицал своей готовности к разговору и открытости к разговору. Другое дело, что есть ли в этом смысл и даст ли это какое-то облегчение, остановить эту агрессию, сейчас нет. А в отношении интересов Эрдогана, ну, объективно Турция действительно она не заинтересована в конфликте, по сути, недалеко от своих границ, которые турецким интересам угрожает. Мы же понимаем, что для Турции Черноморский регион очень важен, особенно когда там найдены залежи газа, и вот это военное обострение в акватории невыгодно Турции. Ну и, собственно, вообще обострение на Восточной Европе невыгодно Турции, потому что Турция стремится сохранить стратегическое партнерство и с Украиной, но и высокий уровень отношений с Россией. Ну, а с другой чем стороны, больше длится конфликт, тем больше приходится ставить вопрос выбора. Но лично для Эрдогана важный момент в том, что он же готовится к выборам следующего года, парламентские и президентские. И сейчас в Турции очень тяжелая внутриэкономическая ситуация. И по опросам Эрдоган проигрывает своим конкурентам из оппозиции или любым. Соответственно, он хочет за счет какого-то внешнеполитического успеха показать себя как сильного лидера и получить за этот счет электоральную поддержку. Для этого активизируется действие против курдов на Ближнем Востоке. И вот возможный успех в качестве посредника в российско-украинском конфликте тоже может быть использован как раз для усиления его личного имиджа. Ну а ведь с другой стороны, вот стратегически ослабление России разве не на выгоду Турции, непосредственно Эрдогану, который, я думаю, что ни для кого не секрет, претендует на то, чтобы Турция стала авангардом всего тюркского мира? В этом отношении, да, ослабление России, конечно, выгодно. В принципе, мы уже видим, что вот сокращение российского контингента в Сирии, да, которое происходило в апреле, в мае, уже привело к тому, что сейчас вот Турция готовится, да, заявила о готовности проводить новую операцию на сирийской территории, создавать тоже пояс безопасности, который раньше каким-то образом гарантировался договоренностями с Россией, но когда Россия там ослабляет свое присутствие, соответственно, у Турции развязываются руки. Опять-таки на Кавказе, в Центральной Азии точно так же Турции выгодно ослабление российского влияния. Но знаете, мне кажется, все-таки Эрдоган хотел бы этого ослабления, чтобы оно происходило в не в таких агрессивных конфронтационных условиях. Не в условиях широкомасштабного конфликта на территории Украины. Дякую вам дуже, пане Микола. Правда, у нас вот 2 минутки, но мне интересно, как это вообще возможно. Ну, возможно, было ли, в принципе, такое ослабление и вот потеря такого влияния России на страны-сателлиты? Вот буквально 30 секунд, если можно ответить. Ну, понимаете, тут же, опять-таки,
расчет на свою мягкую силу, расчет, возможно, какое-то увязание вот в конфликте с Украиной, но в таком в более прикрытом формате. То есть да, продолжение вялотекущего конфликта на Донбассе, возможно, какие-то западные санкции, вот в этом контексте. Усиление давления Запада, но без активных боевых действий, которые угрожают взорвать весь регион. Ну зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагл, що наше время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Микола Замякола був з нами на прямому зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. А я с вами не прощаюсь, мы переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты расскажут на украинском языке вам самые актуальные последние новости, а после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенч.